Начинаем. Кто был в прошлом году в этом зале? Еще раз. Я вам расскажу, как изменилась жизнь за год этой звезды. Внимание! Она поехала с супругом в хадж. Аплодисменты. Приобрела квартиру в Душанбе. Трехкомнатную квартиру в Новосибирске. Сделала рабочую зону, поговорила, покажет. Показала ты? Я же тебе показала, отправила. Все, прости, солнышко, я им не показала. Просто. Ты показала? Рабочую зону. И сейчас она расскажет секреты работы. Давайте вместе пригласим ее на сцену. Это Раджабова Саида, таджичка, приехала из Новосибирска. Аплодисменты! Обычно я всегда на всех мероприятиях самая последняя. Поэтому вначале я написала «Добрый вечер, Дагестан». Я не думала, что я так как раньше выйду. Я Раджабова Саида, партнер компании «Фаберлик». Гордо говорю об этом. 3 года назад я бы не поверила, что можно изменить настолько свою жизнь. Сегодня стоять на этой сцене для меня честь. Каждый раз в момент своих выступлений я думаю, это прекрасный сон. Но нет, это реальность. Я сделала свои сны реальными. Мне 32 года, у меня 3 детей. Пришла в компанию я без опыта. Закончила школу до 9 классов, тоже дипломов нету. Пришла в бизнес и начала работать без опыта. За 1,5 года закрыла 12 званий. Закрыла звание партнера, получила чек на 5,5 миллиона. Приобрела 2 элитные красивые квартиры. Один в России, один в Таджикистане, в столице Душанбе. Отправила маму на паломничество. Открыла на имя мамы в городе Бангладеше колодец. И также открыла на свое имя в Нигаре колодец. У каждого есть детская мечта. У меня тоже оно было. Когда в 2011 год я приехала в Новосибирск, я смотрела, у нас же с Таджикистана очень мало, сейчас много, раньше очень мало девушек водили машину. Каждый раз я посмотрела на русскую девушку или женщину, что они за рулем, я так гордо ходила и похвасталась, что я женщина. И эта мечта у меня сбилась. Когда я закрыла бриллиантный директора, я училась на права, получила права. Уже 2-й год еду на своей красивой машине. В начале Рамадана этого года с мужем сделала умру. На этом, конечно, я не останавливаюсь. Каждый раз появляются новые мечты. Да, я та Саида, которая изменила свою жизнь, переписала сценарий своей жизни сама своими руками. И вы сможете. Не торопитесь.
Будьте уверены в себе и верьте Всевышнему. У каждого судьба разная, но я переписала свою судьбу так, как хотелось бы мне. Я изменила свою жизнь, жизнь своих детей на достойную жизнь. Верьте в себя, будьте уверены в себя. Не торопитесь, мечтайте, делайте мечты реальными. Нет ничего невозможного. Пока не упал духом, люби другие падения по плечу. Если до вашей планки не дотягивается, это не повод ее занижать. Нельзя упускать возможности чему-то научиться. Мечты так и остаются мечтами, если к ним не идти. Человек всесилен, пока ничем не занят. Каждый раз, когда я начинала делать свои видеоролики, меня переполняли эмоции. С одной стороны, огромное волнение, с другой – твердая уверенность в себе. И я хочу, чтобы у каждого из вас была такая уверенность и такие эмоции, чтобы вы почувствовали ответную реакцию своей публики. Хочу сказать вам, чтобы вы знали, на что вы идете. Люди будут смотреть, обсуждать, удивляться, у них появляются вопросы, комментарии. У кого-то плохие, у кого-то хорошие. Но для всего этого надо трудиться. К этому нужно быть готовым. В тот момент, когда я хотела открыть свой YouTube-канал, я думала, что люди годами работают, годами трудятся, снимают. Потом они становятся блогерами, потом они зарабатывают. Успех пришел, когда я открыла свой YouTube-канал. Начала делать свои видеоролики про свою непростую, но обычную жизнь. После 3 месяцев мой канал начал давать результаты и приносить доходы. Я смогла успешно выполнять все условия YouTube-канала. В течение 6 месяцев мои первые честные заработанные деньги начали переводить на мою личную карту, чему я была очень рада. Открыть канал все может. Каждый день по всему миру открывается 1000 каналов, но не успешно. Самое главное, надо каждый день работать и трудиться, и быть верным своим работе. Любите свою работу. Видеоролики, которые вы делаете, должны быть реалистичнее и искренние. Ну и, конечно же, отличаться от других видеороликов. Вы должны точно знать, в каком направлении вы идете, про что ваш канал, бизнес, ваша жизнь, работа. Например, мой канал – это моя жизнь, о которой я рассказываю и снимаю в реальном времени. У всех она разная, и вот моя разнообразная жизнь стала интересна и другим людям. Что важно, обязательно надо каждый день делать видеоролики. Раньше я каждый день снимала. В течение 4 года. Я 4 года каждый день снимала видеоролики. А сейчас мне достаточно в неделю 2-3 ролики делать. Вы должны знать, что продолжение ваших видео должны быть не менее 7 минут. И видеошорт дает очень хороший результат. Оно с продолжением 58-59 секунд. Если будет минута, вы должны знать, не берет просмотров. Секрет успешного моего канала – это я сама. Я сама стараюсь отвечать на все вопросы и комментарии, быть ближе к своей публике. Со своей аудиторией, со своими подписчиками это дает очень хороший результат. Тогда они поймут, что вы реальность, вы рядом, вы делитесь с ними и хорошее, и плохое. У меня есть свой блокнот, где я записываю то, что мне надо делать сегодня,
на какие вопросы я должна отвечать. И я стараюсь на следующих видеороликах во время уборки, готовки одним словом веду свою обычную жизнь. Отвечаю через озвучку на вопросы, которые интересны моим подписчикам. С подписчиками надо быть честными, искренними. Публика чувствует, насколько вы честные и реальные. И подписчики тоже будут реальными. Говоря о том, что видеоролики должны быть качественными или реальными, я имею в виду то, что там была ваша душа, ваш труд, а не дорогой телефон. Раньше я снимала свои видеоролики обычным телефоном, а сейчас я их снимаю с айфоном последний модел. Но результат одинаков, потому что везде есть моя душа. Начните свои видеоролики с благодарностями. Это часть успеха. Начинайте свои ролики с благодарностями своим подписчикам и своей публике. Будьте вежливы. Хейтеры всегда есть и будут. Они дают нам стимул, чтобы развиваться. А вы будете терпеливыми. Никогда не проявляйте грубость или резкость. Будьте тактичными и вежливыми. Вы не сможете заставить их подписаться или посмотреть на вас, на ваши видео. Они должны быть уверены, что с просмотром ваших видео они забывают про свою грусть. Живая аудитория очень важна. Вы должны в конце каждого ролика задавать вопросы, узнать их мнение о ролике. Задавая вопросы, вы сможете быть еще ближе, быть в ряду с ними, общаться о реальной теме. Где-то дать советы, где-то почувствовать, где-то быть другим человеком, который всегда найдет время, чтобы послушать их и найдет ответ на все их вопросы. Говорить про свой YouTube-канал я могу часами. Я благодарю своему каналу, своими подписчиками. И, конечно же, выражаю огромную благодарность своей наставнице Саторову Манижи. Спасибо тебе большое за все, что ты сделала для меня. На самом деле никаких слов не хватит, чтобы в полной мере выразить мои благодарности тебе. Хочу, чтобы ты просто это почувствовала. Ведь настоящие чувства не в словах, а в душе. Искренне хочу поблагодарить свою вышестоящую наставницу Марьяну Умарову за такое мероприятие. Благодарю тебя за то, что уделяешь мне внимание и все драгоценное время. Я ценю наше общение. Дорожу теми прекрасными минутами, которые мы общаемся и заряжаемся позитивными эмоциями. Спасибо тебе за проведенное время. Надеюсь, скоро встретимся еще. И благодарю, конечно же, всех своих подписчиков, которые все они моя родная команда. Я очень вас люблю. Каждого, который выбрала меня и работает со мной. Благодарю свою родную сестру Раджабову Мухиру, которая всегда рядом со мной. Я всегда до конца своего жизни буду молиться, чтобы у тебя все было хорошо. И благодарю всех вас за внимание. Наш самый крутой партнер в нашей команде. О, золото! Пошло в ход. Гуру, покажи людям тоже, слушай, как можно прятать золотой браслет. Вот в таком бизнесе вам придет чужая тетя, подарит золотой браслет. Даже близкие не подарят. Так, Саида, это еще не все. Драгоценный чемодан тебе. И держи, Зайда. Это тебе от Татьяны Евгеньевны. Благодарю вас за преданность и любовь к компании, за многолетний труд и веру в успех нашего общего дела. Пусть ваш путь вместе с Фаберли будет всегда интересным и успешным.
Мы тебя любим. Это тебе. И смотри, какую награду она тебе привезла. Это тоже тебе от Татьяны Евгеньевны. Аплодисменты. Это просто красота. Девочки, у кого много денег, у них поздравления хорошие. Стремитесь сюда. Саида, огромное спасибо, солнышко, тебе еще раз. Мы с тобой и завтра, и послезавтра. Я с тобой и с ночевкой. И скоро где мы с тобой встретимся? В Таджикистане. Ого! Успела! 6 июля у нас конференция в Таджикистане. Жду всех вас в Таджикистане. 6 июля у нас в Белгрусе. Меняй! Меняй! Тань, меняет! Давай, меняй! У меня там выступление. Да? Скажи, да поменяли, чтобы. Я после Эльбруса уже. У меня будет путевка. Хач! Вечером прилетаю при Эльбрусе. При Эльбрусе, Таджикистан.